Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Сегодня здесь проводится ярмарка, выставка профориентации. Называется она «Я агромиллионер». Это профориентационная выставка, где молодые люди могут познакомиться с проектами и успехами Министерства сельского хозяйства Якутии. В таких суровых климатических условиях Якутии создать бизнес в селе по направлениям аграрного направления — это очень сложно. В каких серьезных климатических условиях закаляется наша молодежь, закаляются наши сельхозтоваропроизводители. 8 месяцев стоилого содержания, чтобы содержать крупный рогатый скот, имеются колоссальные затраты. Поэтому мы хотим сегодняшним мероприятием показать и доказать, что на территории Якутии есть поддержка главы, есть поддержка правительства, есть все возможные мероприятия, которым можно делать фундамент для развития бизнеса в селе и в аграрной отрасли. Есть все инструменты, только надо иметь желание и дерзать, развивать свои родные село. Впервые на выставке «Агромиллионер» представлена продукция, якутская продукция «Агату». Это продукция вяленая из оленины и жеребятины. Белок составляет 68%. Сухой продукции из оленины составляет 70% белка. Это значит высокобелковый продукт, концентрированный, с длительным сроком хранения. Разработали мы технические условия, утвердили в установленном порядке и внедрили у нас в мясоперерабатывающем цехе научно-производственной лаборатории Арктик Биотех, которая у нас действует на кафедре в арктическом ГАТУ. Можно употреблять непосредственно в таком сухом виде вяленом, можно из этой продукции готовить различные первые и вторые блюда. Непосредственные исполнители проекта. Человеку хватит на сутки 4 пакетика. Военным, которые идут, бегают, прыгают, им нужно где-то 4000 килокалорий в сутки, поэтому этого пакета в сутки нужно где-то 4-5 штук. Данная продукция уже готова для поставки в зоны специальной военной операции. Ежегодно по всей стране формируется прогноз кадровой потребности. И на основании этого прогноза, уже сформированного прогноза, начинаем планировать, как уже обеспечить дополнительную замещающуюся потребность. И здесь, конечно, первое — это молодые специалисты, которые выпускаются. Во-вторых, это местные кадры. И в-третьих, если этими двумя потенциалом трудовых ресурсов мы полностью кадровую потребность не замещаем, то это привлечение из других регионов Российской Федерации или может это быть иностранная рабочая сила. С этого года мы запустили новый проект «Работающие Якутия кадры». И в рамках данного проекта мы сейчас подписываем соглашение с работодателями, у которых имеется большая потребность в кадрах. Соглашение с нашими уже работающими предприятиями, партнерами, которые сегодня имеют многогодовые фундаменты, которые развиваются на местах, но имеют потребность в кадрах, молодых кадрах. Поэтому в таком ключе мы подписали соглашение и будем дальше работать. Особенность при подписании этих соглашений: за каждым работодателем прикрепляется индивидуальный кадровый консультант, составляется индивидуальный план работы по обеспечению трудовыми ресурсами, и на основе этого проводится вся работа. Мы учим детей не только со своего региона, у нас их 30% в нашем подразделении, но и с остальных регионов, потому что этот целевой заказ от региона, где мы научим студента
именно работе в сельском хозяйстве, когда он вернется к себе и сможет принести что-то новое и отработать, и в той же самой науке что-то показать, это хороший стимул для нас. В том числе, похвалюсь немного, наш вуз входит в топ-15 вузов по сельскому хозяйству по уровню подготовки. От старых технологий отходим, потому что, опять-таки, если возвращаться к агрохолдингам, они не стоят на месте, они постоянно развивают свою материально-техническую базу. Наш студент, приходя уже туда, на работу, он ручного труда не видит практически. Он технолог, он работает за компьютером, создает рецептуры, а на складах работают роботы, они перекладывают. Это обычная технологическая операция. И ребята наши, видя все это, что они реально приходят на производство и работают технологами, и мотивируем, что, ребята, вы придете на хорошую, высокооплачиваемую, квалифицированную работу. Наши выпускники на данный момент, по статистике, например, за прошлый год 85% трудоустраиваются именно в том направлении, на котором они обучались, то есть в сельском хозяйстве. Сегодня удалась первая межрегиональная отраслевая ярмарка-выставка агропрофессий и учебных рабочих мест. Здесь были презентованы продукция местных аграриев, но и школьники участвовали в Олимпиаде. Ну, мы решили на выставке, ярмарке объявить список финалистов первой республиканской сельскохозяйственной олимпиады школьников. Это наша якутская инициатива. Я думаю, что в будущем эта олимпиада может стать российской при поддержке министерств соответствующих для решения той большой кадровой проблемы, которая есть и в Якутии, ну и во многих регионах нашей страны. На первом муниципальном этапе мы охватили в дистанционном формате 434 участника, 14 у нас муниципалитетов, 35 школ. Ну, а на финал мы пригласили, отобрали 63 человека, 63 финалисты. 4 апреля в 10-й школе города Якутска будет финал. Там будет не только теория, но и практика. По итогам их отбора и при наличии исследовательской работы мы уже с осени начнем их готовить для того, чтобы они поехали на перечневую конференцию в город Санкт-Петербург. Ну и участвовали у нас в республике по отбору конференции «Шаг в будущее», для того, чтобы кадры в сельском хозяйстве у нас появились и были очень качественными, потому что Россия у нас становится одной из ведущих аграрных стран мира. И это нужно поддерживать, и я думаю, что дети это поймут, что это очень перспективная отрасль. Данная выставка должна помочь Министерству сельского хозяйства, агропромышленным предприятиям найти своих молодых специалистов. С вами был журналист Олег Желнин. До скорой встречи!